Девушка рассказывает, мое тело завернули в саван. И Аслан, Руслан, Бейсолт и Беслань понесли его. Когда они начали его нести, я не видела своего тела. Я видела только собаку, которая лежала на моем теле. Я плакала и бежала за ними, крича: «Вы же несете не мое тело, вы несете собаку». Но меня никто не слышал и не видел. Они засыпали это тело землей, пролили воду. И когда последний человек ушел с этого кладбища, рядом с моей могилой встало существо, которое забрало мою душу. Я хотела побежать за теми людьми, которые вышли, но я не могла двинуться. Существо говорит: «Иди сюда, ложись в свою могилу». Я умоляла его, говорила, что не хочу туда ложиться, просила дать мне еще один день, чтобы вернуться в ту свою прошлую жизнь и все исправить. Он не слушал меня и, прицепив ко мне цепь, насильно согнал меня в эту могилу. Вначале я уснула, затем, чихнув, резко проснулась и увидела вокруг себя одну землю. Было очень темно. Я увидела, что по двум сторонам от меня сидело еще два существа. По правую сторону сидело существо с очень тонкой книгой. По левой сидело существо с очень толстой книгой. Потом мне объяснили, что толстая книга – это моих грехов, а тонкая книга – книга моих благодеяний, среди которых нет намаза и поста. Но я подумала, почему среди моих благодеяний нет намаза и поста, ведь при жизни я все это совершала. Затем они открыли книгу моих грехов, и поочередно зачитывая каждый грех, кололи меня острыми предметами, которые были у них в руках. Мне показалось, что я пролежала там 1000 лет. После того, как они закончили зачитывать мои грехи, я посмотрела на свое тело, на нем не было живого места. Оно было какое-то разноцветное. Настолько сильно они меня били. Затем я увидела все человечество сразу. Оно стояло перед моими глазами. Позже я услышала очень красивый голос, говорящий на арабском языке. Но я понимала все, что он говорит. Этот голос говорил: «Вот и подошел этот день. Теперь вы знаете, что я ваш Всевышний, что я даю вам жизнь, и что я вас умерщвляю». После этих слов все люди, стоящие там, начали плакать и просить у Всевышнего прощения. Среди них были люди с 2 головами, другие были с 2 языками, третьи были со змеями на телах, которые ели их, четвертые были размером с муравья и все наступали на них. Пятые были с нижними частями тела на лицах. Потом мне сказали, что те люди, которые были с 2 головами, это те люди, которые при жизни пили и курили. Люди с 2 языками – это те, которые среди людей вносили раздоры, сплетничали. Люди размером с муравья – это те, кто не прислушивался к Всевышнему. Люди с нижними частями тела на лицах – это те, кто совершали прелюбодеяние. Затем Всевышний сказал привести животных. Животные шли, качаясь от страха. Всевышний спросил у них: «Кто ваш Всевышний?» Они отвечали: «Ты наш Всевышний». Затем Всевышний сказал разделиться им на группу, которая пойдет в рай и которая пойдет в ад. Группа, которая пойдет в рай, среди животных оказалась многочисленнее. Затем Всевышний сказал, что он не пустит в рай 2 животных – свинью и собаку. Затем Всевышний позвал пророков. Их было 25 всего. Они пребывали также в большом испуге, боясь, что Всевышний может не простить их. Затем Всевышний Аллах разгневался и сказал, что если мои пророки, которым я показал, и ад, и рай так боятся, то что будет с людьми? Затем я сказал привести ад. Я увидела что-то наподобие большого чана, из которого вырывались искры пламени. Увидела что-то вроде 2 глаз. Всевышний спросил у него: «Кто твой Бог?» Пламя ответило: «Ты мой Бог. Лишь ты можешь создавать и умерщвлять». Всевышний сказал, что больше всего он ненавидит тех людей, которые не верили в Него, не признавали Его, и приказал этому пламени поглотить их. Из этого чана вырвалось много рук в виде искр пламени, и они поглотили этих людей. Я слышала крики этих людей. Затем Всевышний сказал встать той группе людей, которая пойдет в рай, и это был всего лишь 1%.
Далее Всевышний сказал открыть двери ада и людей. Их собственные ноги потянули туда. Они кричали, не хотели идти, но свои собственные ноги тянули их туда. Я чуть не оглохла от их криков. Я просила Всевышнего, чтобы он простил меня, чтобы он дал мне всего лишь день, чтобы вернуться на землю, чтобы исправиться. Там стояло одно дерево, к которому постоянно подбегали те люди, которые попали в ад. С него падали капли, и эти люди пили эту воду. Когда я подошла, и эта капля упала на мою руку, я почувствовала, насколько это была горячая вода, а эти люди пили ее, потому что у них больше не было другой воды. Затем Всевышний сказал, что в аду будет больше женщин. Причем из этих женщин меньшая часть будет те, которые совершали при жизни прелюбодеяние с мужчинами. И большая часть – те, которые не покрывали свое тело. Всевышний сделал это для них обязательным. Это первостепенные для любой мусульманки. Эти женщины, попавшие в ад, они при жизни делали и намаз, и держали пост. И все, что делали, делали ради Всевышнего, но из-за единственной вещи, которую они не совершали. Аллах не принял все их благодеяния. Я спросила, что это за вещь? Всевышний ответил, потому что они не покрывали себя. И именно поэтому среди твоих благодеяний также не оказалось ни намаза, ни поста. Эти женщины умоляли Всевышнего пустить их еще на один день на землю, просили дать шанс исправиться. Но Всевышний очень разгневанно ответил им: «Сколько знаков я вам давал при жизни? Я посылал к вам пророков. Я не спаслал вам Коран? Даже несмотря на то, что я дал вам столько знаков, вы все равно ослушивались меня. Тогда о каком еще одном дне вы просите меня?» Рядом с каждым из вас был Иблис и его группа. Они отдаляли вас от меня. Поэтому я вас посылаю в ад. Пламя огня еще сильнее начало разгораться. Затем Всевышний Аллах задал мне вопрос: когда ты жила на земле, кого ты слушала? Чьи наказы ты выполняла? Я ответила: я слушала своего Всевышнего. Он спросил: а еще кого? Я ответила: я слушала также своих родителей. Он спросил: когда ты жила на земле, ты покрывала свое тело? Я ответила: я хотела, но мне кое-что мешало. Он спросил: что тебе мешало? Я ответила: моя мать была против этого. Он сказал: ты должна слушать своих родителей. Это правда, но только тогда, когда они говорят тебе то, что не противоречит воле твоего Всевышнего. Ты слушала свою мать, но ослушивалась своего Всевышнего. Теперь из-за своей матери ты попадешь в ад. Гори в нем. И он кинул меня в огонь, это был ужас. Девушка-рассказчица плачет: я не хочу, чтобы ни один мусульманин испытал это. Когда меня закинули в этот огонь, я услышала, как по правой ухо мне кто-то читал «Куль ху Аллаху ахад». Мне прочли его раза 3. Затем мне начали читать Коран. Открылись двери ада. И зашел кто-то в белом одеянии с очень красивым лицом и длинной бородой. Он взял мою правую руку и вывел меня оттуда. Я целовала его ноги. Настолько была благодарной, что он вывел меня оттуда. Я начала спрашивать у него: я что, в раю? Он спросил: почему тебе эта земля кажется раем? Я ответила: после ада мне эта земля как рай. Он спросил: ты все увидела? Все услышала? Ты все это пережила? Я сказала: да. Он сказал: во второй раз ты все это перенести не сможешь. Всевышний уберег тебя, простил тебе все твои грехи из-за молитв и просьб одного человека. Я спросила: какого человека? Он ответил: твоего брата Муслима. Он читал Коран тебе, и Аллах простил все твои грехи. Теперь ты обязана всем рассказать об этом в своем сне. Ты не можешь его скрыть. В первую очередь ты должна рассказать это женщинам, которые не покрываются. Когда ты вернешься на землю, обязательно покройся. Расскажи это своим сестрам-мусульманкам. Пусть они это расскажут другим сестрам. Когда мы спускались с неба, он не отпускал мои руки, как будто боялся, что я упаду.
Когда мы были уже на моей улице, я увидела у ворот каждого дома стоящих существ в черных вещах. Я спросила, кто они, он ответил, это люди из группы Иблиса. Я спросила, почему они стоят там, он ответил, Всевышний отдалил от этих домов своих ангелов и приблизил к этим домам слуг Иблиса. Я спросила, но почему? Что они сделали? Он ответил, в своей жизни они слушают песни. У них в домах висят изображения живых существ. В их домах живут непокрытые женщины. В первую очередь у мужчин этих домов спросят насчет их сестер, дочерей и жен. Затем мы уже подошли к моей комнате. Он все не отпускал мои руки. Зайдя в комнату, я увидела себя на кровати. Рядом со мной сидел мой брат и читал мне Коран. Я увидела, что я плачу. И я спросила у того, кто меня сопровождал, если моя душа здесь, то как я могу плакать? Он ответил, Аллах простил тебя. Ты не умерла. Теперь ты обязана рассказать об этом сне всем. Если ты не сделаешь этого, то ты испытаешь еще сильнее наказание. Эта ингушская девушка рассказывала про свой сон в аудиозаписи на ингушском языке. Уважаемый брат-сестра, отправь это своим близким и тем, кого ты знаешь. Клянусь Аллахом, если тот, кто послушает это, и если его иман усилится, то тебе достанется от Аллаха награда,